Независимые правозащитники, independent human rights protectors. За предоставление мне слова я Муазамахон Кадырова, таджикский адвокат и независимая правозащитница. Дамы и господа, население мира становится все более мобильным. До февраля месяца 2022 года в мире насчитывалось 280 миллионов международных мигрантов. Мигранты перемещаются в поисках лучших социальных и экономических возможностей, либо же вынуждены по причине таких факторов, как война и голод в местах и происхождения. Социальные и экономические неравенства, дискриминация, иммиграционная и трудовая политика являются причинами усиление уязвимости небогатых мигрантов к различным болезням и подпитывается эпидемию. Депортация мигрантов – это уязвительная проблема. Многие правительства, особенно в странах с высоким уровнем доходов, продолжают такую практику, как содержание под арестом, депортация, ограничение на передвижение, притеснение со стороны полиции. Несмотря на то, что миграция может принести значительные экономические выгоды как для принимающих, так и для отправляющих общин, она часто рассматривается местным властям и полицией в качестве серьезной проблемы. Из-за своего низкого социального и экономического статуса и отсутствия правового статуса в принимающее общество мигранты особенно уязвимы в плане притеснения со стороны полиции. Доступ к основным услугам часто зависит от местной полиции, и мигранты приходится давать взятку коррумпированным чиновникам для получения лечения и жилья. Таджикистан в течение 30 лет превратилась в авторитарное государство. По этой причине таджики вынуждены скататься по миру. Точное количество таджикских мигрантов за рубежом неизвестно, но я знаю, только в России находится более 2 миллионов выходцев из Таджикистана. Они считаются трудовыми мигрантами. Это, к сожалению, так. Многие из них практически являются беженцами, так как на родине им грозят задержание, пытки и тюремное заключение. Депортация и депортация таковых равнословных, как экстрадиция. Только за последний год со стороны спецслужб России 20 выходцев из Бадахшана было экстрадировано, вернее похищено и передано таджикским властям. В Таджикистане их переговорили к разным тюремным заключениям за экстремизм и терроризм. Особенно после признания ПИФТа экстремистической и террористической партии России, многие находятся под угрозой экстрадиции, оказаться в руках палачей Таджикистана. Важнее всего, российские спецслужбы, как ранее, будут сфабриковать, похищать и передавать непричастных к политике людей к властям Таджикистана. В Таджикистане человека могут посадить даже за лайк и комментарии в соцсетях. А еще многие молодые люди призывного возраста бегут от призыва на войну спецслужб, где тоже не все так просто. И многие там теряют здоровье, а также жизнь в нечеловеческих условиях, царящих в вооруженных силах страны. Теперь в связи войны между Россией и Украиной всех мигрантов насильно мобилизируют на войну. Таким образом, немалая часть таджиков находятся обречены к смерти. Пожалуйста, заключайте. Они просто хотят жить и просто быть на свободе. Таджикистан официально не признал Афганистан, не начал Талибан. Но, к сожалению, за последние 2 месяца было экстрадировано, депортировано более 100 человек афганцев. Спасибо.